1 февраля граждан Кыргызстана официальный Вашингтон в лице Дональда Трампа расстроил не на шутку, включив страну в список тех, кому решил приостановить выдачу иммиграционной визы. А это значит, что теперь со всеми грезами жить и трудиться в Штатах придется распрощаться. Попасть на территорию США можно теперь будет как турист, либо по обмену опытом, и то на ограниченное время. Причина была опубликована на сайте посольства. Она простая. Наши загранпаспорта признаны ненадежными. В течение некоторого времени мы вели переговоры с вашим правительством об улучшении степени защиты киргизских паспортов и об обмене дополнительной информацией между нашими правительствами относительно терроризма. И мы надеемся, что это решение побудит Кыргызстан ускорить реализацию этих важных шагов. Помимо морально устаревшего национального паспорта, есть и другая причина – его выдача лицам, имеющим проблемы с законом за пределами Кыргызстана. Один из таких упоминается на том же официальном сайте посольства. У подозреваемого в убийстве, имевшего место быть в Германии, нашли кыргызский паспорт. Им является некий россиянин Вадим Красиков. После ареста у него нашли документы на имя Вадима Соколова. СМИ утверждают, что Красиков бывал в Кыргызстане сначала в 2011 году, а потом прилетел в Бишкек 31 августа 2017 года, побывав в столице 5 дней. Еще один международный скандал был при убийстве бизнесмена Эркена Саймати в Стамбуле. Тогда у него и у 2 лиц, задержанных по подозрению в его убийстве, обнаружили снова кыргызские паспорта. В той же Турции 4 года назад были задержаны 98 китайцев уйгурского происхождения с поддельными паспортами Кыргызстана. Тогда они назвали сумму. Каждый купил по 2500 евро. Феномен популярности наших паспортов, наконец, заинтересовал одного из депутатов парламента. Но ответа ГРС не дает даже Джорку Кенешу. Ал жерде кыргыз паспорты бизнеске айланган. Өзбекстандан келген. В российских городах кыргызские паспорта открыто продают гражданам соседних стран. Многие паспорта получены в Сузакском районе. При проверке ПИН тоже подтверждается. Значит, эти документы не поддельные. Это настоящие национальные паспорта Кыргызской республики, полученные незаконным путем. Национального образца биринчи паспорттар кирген. Сейчас невозможно получить паспорт каким-то другим путем. Документ оформляется только после получения биометрических данных заявителя. И попрошу вице-спикера предоставить доказательства. В 1994 году введен новый образец национальных паспортов. Всего было изготовлено 3 миллиона документов. В то время в паспортных столах МВД было потеряно 100-200 тысяч документов. Очевидно, эти потерянные позже обменяли на новые. Последние скандалы связаны с этим. Жоголгон паспорттар. Ошол убакта паспорттарды мындай фактылар бар. Более того, утверждают, что подделкой документов на территории страны никто не занимается. Однако ведомство не отрицает, что в той же Москве подделать наш паспорт нетрудно. Он внешне не сильно будет отличаться. Да и присваивают мошенники чужие пин-коды, которые при проверке выдают паспорт за оригинал. Они случайным набором набирают пин-номера, а эти пин-номеры в действительности принадлежат нашим гражданам, и эти граждане никаких отношений не имеют к таким паспортам. Но эксперты указывают на еще один канал распространения кыргызских паспортов. Это сами сотрудники системы выдачи личных документов. Потому обвинение в коррумпированности ГРС имеет место быть, считают специалисты. Но кое-где есть еще какие-то лазейки, по которым можно обойти технологии. Ну, кто может обойти? Ну, прежде всего, это сами сотрудники, которые хорошо знают систему. Только тот человек, который очень хорошо знает свою систему, внутреннюю кухню, может подсказать, как обойти. А человек со стороны, он этого не знает. И прежде всего, человек, который компетентен в этом вопросе, он знает карты, схемы. Он может подсказать, он может помочь.
Вот этим это наша сегодняшняя трагедия, можно сказать. Общегражданский паспорт Кыргызстана последний раз обновляли 13 лет назад, тогда как мировая практика показывает, что защитные элементы необходимо модернизировать каждые 5 лет. Также эксперты сомневаются, что ГРЭС сможет в 2021 году начать выдачу биометрических загранпаспортов, так как тендер еще не прошел, а лишь на легализацию нового образца уйдет от 2 до 1 года. Перизат Бакытова, Алтынбек Сайкеев, Нью ТВ.